Во второй день работы международной конференции архивариусы Абхазии и России обсуждали актуальные темы своей профессиональной деятельности. Подобный научно-практический форум является источником новых знаний для специалистов и площадкой для обмена опытом с российскими коллегами. Многолетняя работа сотрудников архивов Абхазии и России – это замечательный пример единства двух народов в непростом деле. Видим, что несмотря на то, что было, все-таки происходит реконструкция документальной базы. И в этой работе, конечно, значительную роль, а иначе и быть не может, играют архивисты России. Несколько раз от разных уважаемых нами и дорогих нам людей в эти дни нам доводилось слышать очень приятные и очень верные, мне кажется, слова, что Россия, конечно, не является для Абхазии заграницей, как и Абхазия не является заграницей для России. На конференции с участием историков-архивистов были рассмотрены вопросы и зачитаны доклады про архивную эвристику, военный поиск архивных данных, выявление документов по истории Абхазии в российских архивах и за рубежом. Также были затронуты темы архива эпохи и современные методологические проблемы исторической науки в Абхазии. Архив – это не только склад документов, который имеет свои проблемы и имеет проблемы в том плане, что внутри архивоведения, которые существуют, там государственные проблемы, проблемы хранения, проблемы копирования и так далее. Но архив – это еще и философский феномен, это феномен познавательный, и вот здесь встает очень большая проблема. Что мы познаем? Какую реальность мы видим, когда мы приходим в архив? Во время Отечественной войны народа Абхазии Государственный архив был сожжен дотла. Были потеряны все архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века, множество документов о растениеводстве, бытии и обычаях населения Абхазии, о деятельности духовных учреждений Сухумского округа и Черноморской губернии. В общей сложности мы потеряли 10 058 документов. Чтобы, коллеги, вы понимали, дело в том, что эти архивы не восстанавливаются в силу того, что центр Сухум-Абхазской епархии, Сухумской, епархии в то время, в начале Абхазской, потом Сухумской, находился здесь в Сухуме. Поэтому копии этих документов не шли ни в Емеретинскую, синодальную контору, ну, не тем более в Тбилиси и Москву. Поэтому практически из всех этих документов что-либо восстановить навряд ли нам удастся. Участниками конференции были также зачитаны доклады о публикации и документах, сохранении историко-документального наследия посредством международного сотрудничества России и Абхазии в области архивного дела на примере заключенного меморандума. Федеральное архивное агентство Российской Федерации, сокращенно Росархив, я думаю, этим термином буду пользоваться в своем выступлении, имеет соглашение с десятками других стран. Но практически со всеми из них это именно соглашение. Но именно с Абхазией это не просто соглашение, это меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились поощрять прямые контакты между подвесными им архивными учреждениями, проводить обмены специалистами, архивистами на взаимной основе, оказывать возможное содействие исследователям другой стороны в работе с архивными материалами, предоставлять друг другу копии архивных документов, осуществлять совместные публикации архивных документов, проводить научные исследования, организовывать документальные выставки по согласованной тематике, способствовать участию представителей сторон в конференциях, семинарах и других формах обмена. 14 ноября в медиа-агентстве «Спутник Абхазия» состоится пресс-конференция, на которой участники международной конференции подведут ее итоги. Саиджар Сале, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.